Перинатальный центр на Сыркорте готовится к открытию. Шум работающей техники здесь не прекращается ни на минуту. Одновременно со строительно-монтажными работами решается и вопрос подбора будущего персонала, а также повышения квалификации медиков. К слову, прямо сейчас врачи и лаборанты отделения лучевой диагностики изучают принцип работы на магнитно-резонансном томографе. Рост примерно, скажи свой. И массу тела. Аппарат экспертного класса с уникальными возможностями сканирования позволяет в кратчайшие сроки выявить патологию и определить диагноз больного, благодаря чему в смену удастся обследовать десятки пациентов. Чтобы научить здешних медиков работать на таком оборудовании, в республику пригласили московских специалистов. Илья Губский подробно разъясняет врачам особенности работы с аппаратом лучевой диагностики. Он также отметил значительные преимущества современной техники. Что она автоматически сама выставляет геометрию, полностью автоматически проходит исследование. То есть субъективизм, который выносит лаборант в работу, он минимизируется. То есть был уверен, что качество исследования будет всегда хорошим. Тимур Ахриев, заведующий отделом лучевой диагностики, прежде работал в Сунжинской центральной больнице. Однако всегда есть чему учиться, особенно в работе врачей, уверен Тимур. А знания и навыки, которым их сегодня обучают, незаменимый опыт для него и для его коллег. Это все сейчас происходит в режиме реального времени. То есть мы помимо того, что ознакомливаемся непосредственно с возможностями аппаратуры, но и сканируем пациентов, то есть это непосредственно максимально приближено к рабочему моменту. Мы научимся сейчас сканировать пациентов, но еще и сканировать их правильно. Дело в том, что будут пациенты, скажем так, разного характера, то есть это будут и женщины, и дети, и мужчины, и так далее, но при сканировании, пациентов разных возрастных групп, это, соответственно, индивидуальный подход в настройках. В отделение лучевой диагностики завезли все самое необходимое оборудование, в том числе стационарный рентгенаппарат. Кроме того, что он позволяет точно установить или подтвердить диагноз, провести качественное исследование, машина еще и полностью автоматизирована. Это цифровая машина, имеет цифровые рентгеновские датчики, которые позволяют достичь минимальной лучевой нагрузки. Это основная наша задача, учитывая контингент пациентов, который будет планироваться в этом отделении. Представленное в перинатальном центре высокотехнологичное оборудование не только гарантия качества обследования пациентов, но и фактор, который значительно облегчит тяжелые будни врачей. Для больных с серьезными патологиями предназначен передвижной рентгенаппарат. Медики убеждены, он спасет не одну человеческую жизнь. Это достаточно редкое дело, потому как цифровой переносной рентген-аппарат – это очень удобно. Во-первых, крайне важно получить качественную картинку пациентов, которые не могут, спуститься к нам в отделение. Для диагностики и лечения будущих мам и новорожденных в отделениях перинатального центра создаются все условия. Завезли около 11 эволюционных аппаратов УЗИ, которые позволят выявлять патологию на ранних сроках беременности. Возможности диагностики беспредельные, утверждает главный врач Республиканского перинатального центра. Основная работа же связана с тем, что идут огромные поставки медицинской мебели и мебели общего назначения. Ну и, конечно же, в основном поставки медицинского оборудования на объект завершены. Отделение лучевой диагностики, которое является структурным подразделением перинатального центра, это новейшее современное отделение, которое будет представлено мировыми сегодня возможностями диагностики нашей прекрасной половины общества, то есть женщин и детей. Республиканский перинатальный центр на Сыркорте призван существенно снизить показатели детской смертности в регионе. Напомню, что госпитальная служба рассчитана на 130 коек, а диагностическая на 100 посещений в смену. Здесь предусмотрено гинекологическое, родильное, акушерское отделение, операционный блок, оснащенный всем необходимым оборудованием. А сотни специалистов смогут найти здесь работу. Открытие центра состоится в ближайшее время. Марина Муталиева, Джамалейл Томасханов, Новости 24.